В Иордании ходит поговорка: «Всегда принимай гостя, потому что он от Бога». Очень интересное изречение для территории, через которую прошли волны многих народов, оставивших свой след как в архитектуре, так и в культуре современного королевства. Сегодня любой приезжий турист опишет вам Иорданию как очень древнюю и одновременно очень молодую гостеприимную страну. На протяжении многих веков одни народы обустраивали эту землю, другие приходили, чтобы воспользоваться плодами их усилий. Так, в результате Первой мировой войны и распада бывшей Османской империи был образован Эмират Транс-Иордания под протекторатом Великобритании. Говоря об Иордании, мы говорим о Великой Арабской революции, которую начал шериф Хусейн в 1916 году. В то время он приехал в Акабу и начал воевать против Османской империи, одного из самых больших государств того времени. У шерифа Хусейна было 3 сына. Один из них стал лидером Сирии, второй Ирака и третий Абдалла лидером Иордании. Абдалла правил государством до 1952 года, пока не был убит. После этого власть перешла его старшему сыну, королю Талалу, но руководил королевством он лишь 1 год и из-за болезни отрекся от престола. С того момента и до 1999 года в Иордании властвовал король Хусейн, который позже умер от рака. Сегодня же правит королевством его сын, король Абдалла II. Благодаря усилиям нескольких поколений хашемитов, Иордания стала островком спокойствия и стабильности в неспокойном и нестабильном регионе. Королевство управляется одной из древнейших и авторитетнейших династий Ближнего Востока, восходящей к халифу Хашиму ибн Абн-Манафу, прадеду пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Сегодня нелегкая и почетная миссия стать продолжателем дела своих предков выпала королю Абдалле II бен Аль-Хусейну, которого связывают крепкие дружеские и братские отношения с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Усилиями нашего короля у нас в стране все хорошо и спокойно, да хранит его Всевышний. Мы уважаем нашего короля, так же, как уважаем наших отцов. Мы за него готовы отдать свои жизни. Мы любим своего короля и знаем, что он дружит с вашим главой Рамзаном Кадыровым, поэтому мы его тоже любим и уважаем. Мухаммаду Арслану Тахи 46 лет. 4 из них он проработал в парламенте Иордании. В основном занимался отстаиванием и поддержкой интересов чеченской общины. يردان 8 مليون أدمدو آرر دقة نخت إبخنا طون إراكير بخنا سيرير بخنا فلسطينير بخنا تندل خنا نخ سوبلا نختي كزق خلا دقة اللي حج أما الحمد لله هنسا
ديك دوشال يلتا ناخ سيدو طون انت الحمد لله غلق شواد عصا انت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Заселение Иордании чеченцами началось в начале XIX века, когда после Кавказской войны сюда пришло около 5000 семей. Первым населенным пунктом чеченцев в Иордании стал город Аз-Закра. Неподалеку от него усилиями мухаджиров возникли поселения Сувейлех, Ас-Сохна, Аль-Азрак, сегодня считающиеся пригородом Аммана. يرداني نخشي صبارة يدوحونا تصبعي تصعزرا يسبع قولغ شرح دحر ليرنش صبعنا تقتلت حشين قاش راح صبوغش شيتوب قطوب خلى صبوغش تق يرداني قيشن شخينح هقح كايورتيح بيقبل تصبولنش زرقح عنا تصبولنش سويلي بخنا تصبولنش سخنة صبعنا تندل خنا قيورت نختش يستن يوقح نختش صبعت شخينحا اوتمان امباير كلاحير هر مخ تق اتسخينح دينا هر بتش حلقة هوتشا طبتشحي ديدا صاوي انا اتسخينح دا صاوي شورا تارا اشتي غلق دوش نختشا دقا قاحق تقوقح ملبل ملخل طمنش يقحا ديك لتالت هوق مخكن سيدوش هوق مخكن دحا دقا بلا ويخ Здравствуйте, вы смотрите новости. В студии Лаиса Бесаева. В этом выпуске. ديك خلم السيري ويردانا تحت وجروزني تلفيدي تحوجش يتسيوغش هناك أحسن طبوهم خلا جوش سيالش دقشخ سحوزي تديك تحوش برشا تلفيدي تايش برش وين يخبو يشسيخ بابو نيسيو خامش كاحوز هو خلا هو تسخلا سنحوش دق سمقادولي ناخ ووشتن تبختشيها دين لها يلهارش ولا يشتخيتش. Чеченская диаспора Иордании является одной из самых многочисленных из числа национальных меньшинств. Она насчитывает 15 000 человек. Община внимательно следит за всеми процессами, происходящими на своей исторической родине, читает новости в интернете, смотрит круглосуточное вещание ЧГТРК «Грозный». كوكاز كلوب هوتينيو اتسه تاق شكولينا عيدلو كولتورني مينستيرول هر ماغوشيو بقوش يو هريل على اشتاهتنيو كوكاز كلوب هو يردانيا ديك ودير ساربين دير كيف شتح غوشاتشلا تخن دم قالي دا كيف Основным координирующим органом чеченской диаспоры в Иордании является Чеченское благотворительное общество. Изначально организация выполняла сугубо благотворительные и религиозные функции. Однако вследствие своего развития на сегодняшний день она также является культурным центром иорданских чеченцев. Они трепетно относятся к вопросам сохранения своей культурной и национальной самобытности. Главная их цель в этом стремлении — сохранить родную речь. تو أقحدو تو شو آلن سوارشين شو داس أحدو أم درجوا يساعدو يقحيو المتك زعن شويتيسي شو يجرجل خيل ديشتو يجرجلو أجر عاش درجوا يموتبو صا طيق شو صا نخبو يلره ويقور على الموت بيز عربي موت بيز وين يموت يوش باتسأل يزين أخبرش وها خوجنا وين دال مبوخ آيدو موت عاش بر دال دين آي عاش بر وين تحقي ميل بقال وموت عاش بنا عيدرش عاش دنا
Несмотря на то, что иорданские чеченцы предпочитают жить компактно, не смешиваясь с коренным населением, они пользуются большим уважением как со стороны народа, так и со стороны власти. تربطني علاقة طيبة مع الأخوة الشيشان وأود أن أذكرك أيضا أن أجدادي. Между арабами и чеченцами всегда были теплые отношения. И в плохие, и в хорошие времена. Чеченцы оставались надежными друзьями. نتشارك في جميع الأمور ونتبادل في المناسبات. في أي شيء بيعزونا وبنعزيهم. Чеченцы и арабы всегда были одним целым. У нас общая религия, обычаи, мы их считаем своими братьями. إحنا مسلمين كنا. هم الشيشان مسلمين وإحنا مسلمين. У меня много друзей чеченцев. В свое время от них я научилась некоторым чеченским словам. В системе социально-экономических отношений Иордании отсутствуют какие-либо дискриминационные меры по отношению к чеченцам. Более того, они имеют довольно прочные позиции в политической сфере. Так, к примеру, в парламенте Иордании из 130 мест чеченцам предоставляются 2 кресла. Парламент نتوقع بعية طيئة ديبوتات ويرداني خوغانت نوخشي تشركسي يقع ديقدو اسقنخ شيغانت نوخشي شدو قلتر شي ازر قولغ شرح دينا هنسل صعب خيت شدو قلتر شيغانت نوخشي خولشدو تشركسي دوقو بويل شلخ قلخا خلتنبو ام دقا نوخشي الحمد لله ووشي سميرز دوي ووشي برت بوي ووشي ديزا ديز اشتهم اتسومو ويقتر شيء قليت الحمد لله. По уровню грамотности Иордания занимает лидирующую позицию среди стран арабского мира. В стране насчитывается 93% образованного населения. Здесь, в университете Аммана в Иордании, преподает потомок чеченских мухаджиров Адель Бено. В своих обращениях к молодежи он призывает получать должное образование и быть полезным своей родине. وينخشي أونيفرسيتيش أو يردان أونيفرسيتيش كدول ديشا وينش صعبة هوقع باش تعبخا يبقوا خليتا كدول ديشرش ساينس ميديسن إديشرش ديش بقوا خليتا رحمة هوقر حالا منسترن ويدديش وقته قال حال خاص وغير تغيير نرهته ويتصبح نشغل يغوق نوق تديلر أديجي تشركسي أونيفرسيتي شيء وتسيرا مسيري وقع يون منستر حلر ديشري منستر بقوا يشيو وينش تعلق تعيات تسندلا إدرسون شغلاش تسير نشخلش قيدو القامش تسير أونيفرسيتي تسير بقوا يشخلش وينش شون تسيو. Одной из важнейших отраслей экономики Иордании является туризм. В королевстве он выступает в качестве движущей силы устойчивого экономического развития и считается вторым наиболее быстро растущим сектором в стране. Ежегодно туристические объекты привлекают миллионы туристов со всего мира. Несомненно, жемчужина королевства – город Петра, который является подлинным шедевром градостроительного искусства древних жителей Заиордания. Город-крепость, полностью вырубленный в необыкновенно красивых розовых скалах. Долгое время оставался центром торговых коммуникаций. Его строители и жители – древний арабский народ набатийцы, создали Великую империю, простиравшуюся от нынешней Саудовской Аравии до современной Сирии. You know, Petra is big
Петра занимает огромную территорию, и чтобы увидеть все достопримечательности этого города, нужны несколько дней. Петра была открыта в 1812 году шведским исследователем Иоганном Буркхартром. В начале 4-го тысячелетия до нашей эры в этой местности обосновались набатейские арабы-кочевники, которые в труднодоступном месте построили этот город. Петра оставалась столицей набатейцев в течение 600 лет, до тех пор, пока в город не пришли римляне. Город несколько веков назад оставался неприступным для захватчиков и сдался только непобедимым римским легионам. Угасла же Петра естественным путем после изменения маршрутов движения торговых караванов. Сегодня это всемирно известный исторический памятник культуры. Ваха Гарсаев – один из членов Республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа, которая была учреждена Рамзаном Кадыровым. Перед участниками комиссии поставлена задача углубленно изучить историю чеченцев, уходящую своими корнями в глубину тысячелетий. Глава республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров своим указом образовал комиссию, которая называется Республиканская комиссия по чеченской истории. Она была создана в прошлом году. Сегодня глава республики обязывает нас, чтобы мы обратились к истории, начиная с раннего Средневековья. Именно по этой причине наши коллеги работали и в Ереване, и в Тбилиси, и в Турции. Работа комиссии проходила и в различных населенных пунктах Иордании, где исследовались жизнь, культура и великие свершения чеченских исторических личностей. Чеченцы живут в Иордании более 100 лет. Что я заметил? Наши люди в Иордании с первых же дней становления королевства занимали особое место, почетное место и в правительстве. В королевстве имеется в виду. Во всех сферах. Я бы хотел заострить внимание на наших соплеменниках, которые занимались военной деятельностью. Прежде всего, отмечаем Ахмада Рамзи. Он первый генерал из чеченцев, он же первый герой Иордании из чеченцев. Особо следует также отметить дважды героя Иордании Яким Арслан Аладдин. К чести нашего главы республики его именем названа одна из улиц в городе Гроз. Это было 2 года назад. В военной истории Иордании известны многие имена чеченских офицеров, но, пожалуй, самым ярким представителем чеченского народа, пользовавшийся абсолютным авторитетом в другой стране, был единственный дважды герой Хашемитского королевства, командир спецназа Иордании Ахмед Арслан Алаудин. И спецназ и Киглхох латину شوز خلاي سبتسناز كيجلخو دحر قنشر رحلتنا شولغ يخو هوتي ترى يلخش رحلتنا إيش قول دي إيش شرن تير كيجلخو خلوه. Свое имя Арслан Алаудин оправдывал много раз. За героизм и мужество, проявленные при защите Иордании от внешних врагов, он стал самым молодым на Ближнем Востоке генералом.
Он имел более 20 боевых орденов Иордании и других стран региона. يرداني عيدل دوخو غير تشا يرداني بتشح كارول دعواق غير تشا تون فاميلي سيميا دعياق غير تشا تيرش شبر تارتيت أمابنا إيش سوتسا سوتسينا عيدل داهوتوش إيش للتجو إتزام نحاتون شوز هيروي مدل يلر سارة جينا حيوتشا جاستينيو اتشو ازر اسبع قوزطة يلخيت الشرحة ترسش بخنا اتشو حبول تورسش تار سالات سير اتشو قيحة كارولين بالقوتشا ناخابر هريقي جاستين ويتم خلرك فيرتولوتش سيت شو بخرش لخرات شو بخرش يقيحة يترس شا لوتا لوتشا إيش تسان دعقول شا إيش تسان حد عتبة ودي ترحم كارولو ختنر تداق ملخان يسحون ألا تداس تنجا قنصعتي حاشا مصهم تشخدق خردو ألا تو ألرج خلي اتقن ساعتها تشخدق بيتسوي Yeah, couple of hostages. Any hostages killed? No. None at all. ما بقدر. شكرا كثير لك. حي اصله. الله يعطيك العافية. حي اصلك وراء. الله يعطيك العافية. زكفة. العملية. زكفة وراء. زكفة ايوه. ايوه. تعيش. تعيش. وقف لنا يا خاص. روحك Город Эс-Зарка. Здесь, в одной из типовых многоэтажек, трудится группа журналистов-энтузиастов. Пишут они исключительно о жизни, культуре и успехах местных чеченцев. دايما газети журналистти болох бовол قشودو ساعات ستاتي هما يازيش تخنا نوكشي موت بقر دباله دايما خيط خطو على ايش سجتش سوسندقو بو газети هينسات كورت عاشو اير نوكشي تخمت شاغبه دق زوخ دك ديرسون دلعس كيجي ناخر ما بيزر كيجي بولش شكوله عربي وانجلسكي بيت بيزت احكي باستي مقدنش كان نوكشي مودن بش على إيش تسوسن دوغلوس شا كنتي كريسون قي جورناليستش دايما غازيتيح إي غازيت خلاتها إذا وي شوح داق لاتر دق سيدو جيمول شدين وي تعزيخل شمو خردرتي أويليش حلقي نسو دايما غازيتيح وين مخار بولخ بشبرش قتر هوردن نوختي متاح يازوش هوردن موتليلو شنا موتا مسارين ديك خورو غازيتيح داقلات تذكرت بعد ندر أنتي ويتسحبوا زي تهادي الدر إدو تلقى يقرقر لوجه هذاش ثلاثة أشياء زوج شو بيت خدرسون يوز جاد درسه ديشر جاد درسه داقلات عشاء إنترنت شغل مو تهخص سين مخول تبع قرق ديشر خوص أول جه وش سين خو أرد دخل أي تستر В течение 2015 года, 2016 года Хамид регулярно писал для нас статьи. Потом уже в 2017 году он создал для нас группу в WhatsApp и подключил уже более молодое поколение, скажем так, проживающих в Иордании чеченцев. Это уже были Битро Магер, Ширдо Махмад, там, Усман Басил и другие. И благодаря вот созданию этой группы мы стали издавать не просто единичные материалы, а стали выпускать целые полосы, подготовленные иорданскими чеченцами. في الهدف الأول و4 تجاوزتك على ظهر
Если говорить о спортивной составляющей, то в стране спорту уделяется большое внимание на самом высоком уровне – королевском. Его популяризации и развитию в государстве способствует проведение крупных международных соревнований по различным видам спорта. Мы находимся на международном чемпионате по стрельбе из лука «Аль-Фарис-3». По правилам соревнования, каждый участник выступает в своем национальном костюме, тем самым показывая свое отношение к культурным ценностям своего народа. Соревнования проходят в нескольких видах стрельбы из лука. Это азиатский, европейский и восточные стили. Резиденция короля Иордании Абдуллы II. Здесь, на международном чемпионате по стрельбе из лука «Аль-Фарис-3», соревнуются участники из 25 стран мира. Состязания освещают ведущие мировые телеканалы. Хотелось бы выразить благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Мы знаем, что он друг нашего короля, и очень приятно, что нас посетило телевидение с республики, которую он возглавляет. На земле Иордании прекрасный турнир, отличная страна, замечательный народ, шикарный прием на очень высоком уровне проходит этот турнир. Я первый раз в Иордании, всегда хотела сюда приехать, слышала много хорошего об этой стране и соревнованиях от участников прошлых чемпионатов. Народ в Иордании очень доброжелательный и честный. Они всегда готовы прийти на помощь. Я третий раз в Иордании. Участвовал в прошлых 2 соревнованиях. Впечатления зашкаливают, больше, чем я ожидал. Прекрасная погода, нас очень хорошо встретили и все здорово. Во время поездки в Хашемитское королевство мы увидели Иорданию во всех ее красках, с богатой историей, доброжелательным и гостеприимным народом. А чеченцы, проживающие в Иордании, с нетерпением ждут открытия регулярного авиасообщения между Оманом и Грозным, чтобы им проще было посещать свою историческую родину.